В 2020 году абхазскими и российскими поисковиками было установлено имя и обстоятельства гибели пилота-истребителя Лаг-3, погибшего 31 января 1943 года в небе над акваторией Сухумской бухты. После соответствующей очистки винта были выяснены идентификационные номера узлов и детали, а затем и то, что пилотировал самолет старший лейтенант Николай Сиков, 1922 года рождения, выпускник Ейского авиационно-морского училища. Николай, несмотря на юный возраст, был женат. В семье ждали пополнения, но увидеть дочь Николаю было не суждено. Благодаря совместной работе поискового движения Абхазии, российских поисковых организаций, Кубанский плацдарм и Кубань-поиск удалось, во-первых, установить по идентификационному номеру, который сохранился на данном винте, тип самолета, проследить его историю и узнать, кто же сидел за штурвалом данной машины и спасся ли летчик или нет. К сожалению, нет. Самолет совершал боевой вылет на патрулирование акватории над городом Сухумом, прилегающие, скажем так, территории, предгорья, горы, непосредственно сам город. К сожалению, эта потеря не боевая, потому как заклинил мотор. Летчик, несмотря на то, что имел возможность покинуть самолет, он этого не сделал, попытался дотянуть до Сухумского аэродрома, но, к сожалению, до летного поля не дотянул и упал в море. Президент Абхазии Аслан Бжаня поддержал инициативу Государственного музея боевой славы установить монумент на набережной Сухума неподалеку от памятника неизвестному солдату. Памятник увековечивает подвиги военных авиаторов и воздвигнут во знаменование 75-летнего юбилея Великой Победы над фашизмом. Абхазию на воздушных полях сражений Великой Отечественной войны представляла целая плеяда самоотверженных, храбрых бойцов, беззаветно любивших свою родину. На камне будут высечены более 60 имен героев. Мы знаем, что из Абхазии несколько десятков советских военных авиаторов достойно представляли республику на фронтах войны. Сражались и в небе над Кавказом, над Москвой, над Сталинградом, в небе над Украиной, Белоруссией, освобождали Европу и закончили войну фашистской Германии. В свою очередь, при обороне Кавказа, это 1942-1943 годы, битва за Кавказ, в небе над Абхазией сражались военные летчики из различных уголков некогда бывшей страны Советского Союза. Многие из них также погибли, выполняя свой воинский долг. Специалистами столичной администрации в краткие сроки был разработан проект монумента. Так, на существующем постаменте был установлен винт от упавшего самолета. Далее предстоят работы по установке гранитных плит и нанесению надписей имен героев. Работа еще находится на стадии завершения и будут выполняться в 2 этапа. То есть на данный момент сейчас будет установлен непосредственно винт и установлены плиты с основной надписью памяти воинам-авиаторам. Второй этап – это когда будут на эти мемориальные плиты нанесены фамилии летчиков, которые принимали участие в воздушных боях над Абхазией. В дальнейшем памятник будет облицован гранитом, и сейчас уже подготовлены плиты для того, чтобы облицевать основную надпись. То есть я вам могу показать о том, что вот проектное решение, вот существующий постамент, на котором и планировалось, то есть он был видоизменен, и в итоге объект будет выглядеть вот таким образом. Монумент посвящен светлой памяти летчиков, погибших при исполнении священного долга и прошедших славный боевой путь. А молодой Николай Сивков сражался до конца так, как он это делал всегда, самоотверженно и мужественно. Вечная слава и память всем советским авиаторам, защищавшим Абхазию от врага. Никто не забыт, ничто не забыто. Наала Кови, Томас Чиковани, Абхазское телевидение.